Здравствуйте, это студенческие новости СГУ. С вами Любовь Филиппова. Студактив нашего университета занял второе место на всероссийском конкурсе студенческого самоуправления, проходившем в Ростове-на-Дону. Из 50 вузов, участвовавших в номинации «Система подготовки и обучения актива», наших ребят смог обогнать лишь Ивановский университет. Рассказала о структуре, как мы работаем, по какому принципу работает студсовет. И, наверное, вот это вот все, в чем заключалось мое выступление. И достаточно ярко надо было преподнести, чтобы запомниться жюри. То есть это многие ребята, спикеры из других команд, они выступали достаточно скучно, монотонно рассказывая, но мы повеселились и себе доставили удовольствие, и жюри. Помимо конкурса, представители нашего студактива успели пройти в Ростове-на-Дону обучение в школе студенческого самоуправления «Лидер 21 века». 3 дня были сумасшедшие просто, но это того стоило, потому что прошло очень много тренингов, очень много работы было сделано, было много пищи для переваривания вообще как личностного, так и командного духа. То есть есть к чему стремиться, есть что развивать. В следующем году студенты надеются привезти домой кубок за первое место в работе студактивов. 12 февраля прошел отборочный этап ежегодного фестиваля «Муза Отечества». Услышать и увидеть молодые таланты сыктывкарцев удалось Ирине Левковец. Более 100 танцоров и вокалистов города собралось сегодня в Доме развития культуры и искусства. В патриотическом фестивале «Муза Отечества» участвуют и студенты нашего университета. Ну что ж, пойдем искать знакомые лица. Фестиваль проводится в Сыктывкаре уже в 13-й раз. Среди конкурсных направлений – хореография, малые драматические формы, а самыми активными участниками стали вокалисты. Студентки СГУ Яна Макан и Евгения Мастыкина распевались прямо в коридоре здания. Свой номер, рассказывает руководитель, девушки подготовили уже давно. Естественно, мы готовы, мы будем отстаивать честь университета. Но есть такие моменты, человеческий фактор называется, такие как волнение, техника и так далее. То есть, такие моменты тоже могут присутствовать, поэтому ничего не исключено. Надеемся на лучшее, надеемся на победу, конечно. Под 72-м номером выступает танцевальный коллектив «Всплеск» под руководством Ирины Голиковой. Настроены ребята решительно. Настроены на победу, но победа не важна. Главное участие и показать себя, что мы такие классные и все умеем. На самом деле удивляет количество участников и как-то легкий мандраж. Жюри фестиваля строго оценивает каждого участника. Они указывают на недостатки и хвалят за хорошее исполнение. И все улыбаются. У вас великолепная такая улыбка, но не все. Где-то кто-то думает, куда мы больше сейчас, да? И это очень дико. Победители отборочного этапа продемонстрируют свои таланты на гала-концерте 19 февраля. Именно там и пройдет торжественное награждение. Февраль – месяц праздников, особенно для нашего университета. 10 числа вуз отмечает свой день рождения. Но в этом году традиционного праздника мы не увидели. Когда вручать подарки, узнала Ольга Кузнецова. Привет, Люба! На самом деле вопрос не когда, а сколько. Сколько лет нашему университету? Наш вуз традиционно отмечал день рождения 10 февраля, но после объединения резонно поставить вопрос, с какого момента начинать летоисчисление? Пединститут был основан в 1932 году, а СГУ в 1972. Объединили вузы тоже в феврале, ровно год назад. Как будем считать, 83, 43 или 1 год? Сколько же лет исполняется университету, по мнению наших студентов? Сколько лет объединенному университету, как считать? Год. Я думаю, может 43. Надо считать именно с даты объединения 2 университетов, и это будет началом объединенного университета. Как Крым наш, так сейчас пединститут наш, поэтому ему будет столько лет, сколько нашему. Объединенному? А вот это уже другой вопрос. Объединенному получается год. 83. Если мы считаем по педагогическому, то получается 183. Если мы считаем по оригинальному, 43. А как же объединение? Может быть, нам вообще один? Один что? Давайте поделим, тогда получается 63. Этим вопросом, как оказалось, задается и руководство университета. Марина Дмитриевна рассказала о новом формате празднования дня рождения. История университета, на самом деле, она теперь настолько богата,
вот, в целом, что, скажем, таким образом, что неважно, сколько нам лет, на самом деле, теперь всем вместе, да, то есть каждая из дат для нас является нашими днями рождения. Вот, поэтому... Мы будем отмечать много. А вот получается так. Ну что ж, чем больше праздников, тем лучше. Мы поздравляем наш университет с днем рождения. Надеюсь, это не отразится на наших фигурах. Люба. А мы продолжаем. 13 февраля в стенах университета звучали стихи о любви. А все потому, что уже второй по счету поэтический марафон СГУ был посвящен Дню всех влюбленных. Подробности у Веры Сидоровой. Организатор поэтического марафона Руслан Садков признается, что именно любовь в 15 лет стала импульсом для его творчества. Первая любовь, познакомился, нахлынули чувства, и так все и началось. В начале своих выступлений участники говорили о теме любви. Позиции поэтов оказались разными. Тема такая любовь. Не знаю, многим, может быть, нравится, мне не очень. Я обычно пишу про чувства. Для меня самое главное в жизни – это моя семья. Затем каждый начинал свое откровение. Чаще оно было грустным и ностальгическим. А для кого-то из поэтов любовь – это постоянный спутник безовщины и даже смерти. Но одному из участников удалось вывести зрителей из романтической тоски. Для его дряхлых, ломких костей лучше в миску чего-то налей. И иди поскорее гулять. Моя милая, нежная девочка. Я же переделал, ну что вы, мы же без мата вышли сегодня на сцену. Все же хорошо. Я просто пишу, как мне нравится, я же не буду писать. Ну тут девушки просто выступали в основном. Я, естественно, не буду писать, как девушка пишет, да, меньше нежности, наверное, какой-то будет такой вот. Какое-то время меня сравнивали так мельком с Маяковским, но нет, это, наверное, не то, и я пишу, конечно, не так. После такого прочтения задаешься вопросом о существовании цензуры на марафоне. Мы просто подсказываем людям, как будет лучше звучать его стихотворение, если он сделает, например, его с музыкой или поправит интонацию. Сами стихи мы не редактируем, мы редактируем подачу. Поэтический марафон в этот раз был соревнованием. Каждый зритель должен был выбрать одного из участников. В итоге победила Полина Захарова. Вера Сидорова, Иван Нестерец, студенческое телевидение. Такой была первая неделя в этом теплом и праздничном феврале. На этом у нас все. С вами была Любовь Филиппова.